5 областей Украины страдают от пожаров. Дым от огня накрыл Киевскую, Черкасскую, Житомирскую, Хмельницкую и Винницкую области. Под Киевом горел лес. Столицу затянуло ядовитой гарью. Власти объявили чрезвычайное положение. Сегодня в столичных школах был сокращенный день. Завтра их закроют. Пожар возник в 30-километровой зоне. Сейчас городские власти принимают меры, чтобы снизить содержание вредных веществ в воздухе. Жителям рекомендуется свести к минимуму пребывание на улице, а при усилении запаха гари надевать защитные маски. Из-за задымления и загрязненного воздуха у Юлии началась аллергия на лице. Коренная киевлянка говорит, такого дыма в столице не было. Умывали глаза раз за разом, вот лицо все красное. Это самое от умывания, не знаю, может аллергия какая-то, может кожа реагирует. Обычно дым был в советские времена, когда листья дворники жгли. Поэтому подумала, неужели снова дворники жгут листья. А потом уже давно известно, что это горят торфяники, и дома горят, и все горит. В службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщают, к задымлению Киева привело возгорание леса между Броварами и Зазимьем. На цей час підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держлісагентства здійснюється проливка територій, дотушування тліючих пеньків і тліючих залишків деревини. Вночі пройшло зниження температури повітря, підвищення вологості. І в переміжку з залишками продуктів горіння виникло такое природное явище, которое называется... Сегодня в школах был сокращенный день, а учеников поили водой. С завтрашнего дня в киевских школах прекратят уроки до понедельника. За потреби, якщо батькам немає куди діти дитину, вони можуть привезти її до навчального закладу. Просто не буде проходити навчальний процес, бо в таких умовах це здійснити складно. Родители же отпускать в школу детей не боятся. Говорят, что к такому уже привыкли. Мне кажется, что то, что сегодня не работали школы, часть детей ушла домой, часть осталась. Вот мой старший ребенок там сидел в школе, это как бы странно. А завтра, я не знаю, если там по показателям это надо, значит надо. Ну, я не знаю, я не мнительная, я спокойно к этому отношусь. На данный момент пожар локализован. Осталось только тление травы. Общая площадь горения составляла 32 гектара. Спасатели не могут прогнозировать, когда точно он развеется, поскольку будет зависеть от направления ветра и температуры воздуха. Гульсум Халилова, Олег Козыкин, Заман, АТР.